Начну с того, что Куат Калбекович заявил, что Роза Отунбаева, президент страны, запретила арестовать Силича. Роза запретила ему арестовать Силича. Давайте логически поразмыслим. Получается, если Роза запрещает арестовать, значит, у Куат Калбековича было намерение арестовать Силича. Так же? Получается, значит, Силич совершил преступление. Так же? Значит, Силич совершил преступление, Куат Калбекович намерен его арестовывать, а Роза запрещает ему арестовывать. Тогда, извините, почему Куат Калбекович в течение суток забирает все уголовные дела из финансовой полиции силой? В этот же день, не производя ни одного следственного действия, прекращает уголовное преследование в отношении Силича. И на следующий день Силича сажает на свою должность. Шампанским. Да, шампанским, да. Вот, вы можете, вот, уважаемые журналисты, задать ему вот этот вопрос, где у него логика? Президент ему запрещает арестовывать, а он хотел арестовать. И тут же его сажает, закрывает его дело и сажает его Мегаком, хозяином обратно. Как понять? Здесь ответ простой, уважаемые журналисты. Я, конечно, вот сейчас много приведу фактов. Я им правовую оценку не буду давать. Это дело следствия и суда. Я просто перед вами приведу факты, покажу документы, чтобы было убедительно. Потому что Куат Калбекович сам напросился. Здесь ответ простой. Надеюсь, вы помните, вот я выступал в Джоорке Кенеше и привел 3 факта. Когда вот Альфа Телеком через Сарамджал Транс, это аффилированная фирма, купила 3 недвижимости у Куат Калбековича или у его супруги. Ответ тут простой. Вот. Куат Калбекович решил воспользоваться зависимостью Силича от принимаемого Генеральной прокуратуры решения по поводу Альфа Телекома и вынудил Силича приобрести принадлежащий его семье объект недвижимости. Вот, 20 декабря, это установлено все следствие, 20 декабря вот, именно по указанию Силича было подписано решение о приобретении 3 объектов недвижимости, принадлежащих ОСО «Бродмастер» за $400 000, ОСО «Аберон» за $900 000 и у гражданки Байболовой за $400 000. И недвижимости по 400 200 были осуществлены, купля-продажа осуществлена. Это вот в Бишкеке, в Бишкеке, так, это объект, расположенный по адресу Ибраимова 117, Огумбаева 222, общей полезной площадью 793 квадратных метра, находящийся на земельном участке временного пользования. Вот 400 000. И дом Байболовых в городе Чолпаната на 11 сотках за 400 000. Вот. Прекрасная сделка. Да? Не знаю, за $400, наверное, сейчас полчелпанаты можно купить. И третий момент, вот, ОСО «Сарамджал Транс» вот, должен был купить недвижимость по адресу Бишкек, Тоголок, Молдова, 17/1. Это бывший ресторан «Апельсин», ныне «Бакарди». Вот, чтобы было понятно, давайте я немножко вот историю расскажу. Вот. Ресторан «Апельсин» вот, до 2001 года принадлежала ОСО «Динамо Сервис». Вот.
Потом в июне 2001 года у них это покупает ОСО «Аберон», учредитель Байболова, за 1 миллион 680 тысяч сомов. И в январе 2008 года этот ресторан «Апельсин» продается ОСО «Лента» за 9 миллионов 859 тысяч 260 сомов. Это более 200 тысяч долларов. Вот. Расчет был произведен через банк. Оформление документов через нотариуса. Все, проводка есть. То есть состоялась законная купля-продажа. Далее новыми владельцами «Апельсин» переименовывается в ресторан «Бакарди» и проводится полный ремонт, реконструкция. Здесь в апреле 2010 года происходят известные события. В мае Байболовы возвращаются из-за океана. И с их подачи от прокуратуры города Бишкек в мае возбуждается уголовное дело по факту якобы рейдерского захвата ресторана «Апельсин». И одновременно Байболова подает иск в Межрайонный суд о признании недействительным того договора о купле-продаже. Вот. И, естественно, уголовное дело ведется соответствующим напором. Вот. И, естественно, Межрайонный суд вот, признает тот договор о купле-продаже недействительным и возвращает Байболовым эту недвижимость. И происходит оформление законное. Вот. Это все происходит вот где-то в июле, в августе. То есть, когда Куат Калбекович находился уже при власти. В сентябре 2010 года, это 13-го, Куат Калбекович назначен на должность исполняющего обязанности генерального прокурора. И тут же, 17 сентября 2010 года, уголовное дело по рейдерскому захвату из Бишкекской городской прокуратуры в связи с актуальностью забирается для расследования в Генеральную прокуратуру. Вот. Генеральную прокуратуру. А вот, оказывается, решение межрайонного суда вот, о возврате «Апельсина» Байболовым было вынесено, оказывается, в октябре. То есть, когда он был уже генеральным прокурором. И эта сделка признается недействительной. Но если сделка недействительна, они вернули свою недвижимость, то естественный вопрос возникает. Они обязаны вернуть деньги, которые получили от той сделки. Они не возвращают. Это остается у них. И в декабре Куат Калбекович Силичу говорит: давай, покупай. Это. И они подают заявку в госрегистр на переоформление от Сарамджан-Трансу. Но, оказывается, те ребята, то есть новые хозяева Бакарди, тоже вот постарались, побегали, они подали встречный иск, и был наложен арест, и вот договор купли-продажи не состоялся. К сожалению, вот сделка на 900 тысяч вот у них сорвалась. И дальше, тогда, по всей видимости, я не знаю, Куат Калбекович или Нурджамал Саттаровна находят другой выход. Они, размахивая уголовным делом о рейдерском захвате еще в 2008 году, говорят: давай теперь покупай у нас это. Либо вопрос будет стоять по-другому. По всей видимости, о привлечении уголовной ответственности за захват. И что остается новым хозяевам? Новые хозяева тоже ребята непростые. Один из них депутат Джорг Кенеша. Я надеюсь, вы знаете. Вот, депутат. И вот мечутся ребята. Одеваться некуда. Ведут длительные переговоры и договариваются на 700
тысячах долларов. И вот за ресторан Бакарди вот, на Нурджамалу Сатаровну Байболову оформляются две недвижимости. Это нежилое помещение площадью 400 квадратных метров по адресу город Бишкек, улица Раззакова, 32. Это офисное помещение в центре города Раззакова, Московская. Ну вот это Енексимбанк или как? Вот это высотное здание. Прекрасное место, да? И вторая недвижимость, четырехкомнатная квартира вот, по Советской. Четырехкомнатная квартира по Советской. Ну, офисное помещение оценивается около 500 тысяч. И квартира четырехкомнатная в центре оценивается на 80 тысяч долларов. И вот недвижимость путем составления купли-продажи вот, уходит вот, от них. Кстати, мы вот, договора тоже вот, копии вам передали, можете посмотреть, убедиться. И кроме того, как установлено следствием, там всего получается 580 тысяч, до 700 остается 120 тысяч долларов. 120 тысяч долларов вот, эти ребята через помощника генерального прокурора Усукеева Руслана Вещербековича передают Байболову. Вот Усукеева, помощники. Кстати, те недвижимости, вот, что в Чолпанате, что здесь, вот, оформлением занимался этот Усукеев. И вот эти недвижимости тоже занимался Усукеев. Как вы думаете, помощник генерального прокурора чьи команды может выполнять? Сложный вопрос. Сложный. Вот. Уважаемые журналисты, все эти мною приведенные факты доказаны показаниями многочисленных свидетелей, очевидцев, которые участвовали вот в этих сделках, в оформлениях. Все соответствующие документы нами изъяты из соответствующих государственных структур, нотариусы, суды и госрегистры. На сегодняшний день о том, что это по ним могут быть, возникнуть вопросы насчет доказательности или и так далее, вопросов быть не может. Единственная правовая оценка и окончательный вывод за органом следствия и суда, естественно. Перед вами я привел просто конкретные факты. И после всего этого, кто у нас больше причастен к коррупции или добросовестному исполнению своих служебных обязанностей? Вопрос риторический, да? Пожалуйста, придумайте ответ. И меня особенно рассмешило, когда вот Байболов говорит: сожалею, что задержался в этой разношерстной команде, больше думающей о корысти, чем о судьбе государства. Это вопрос, кто больше думает о корысти. Пожалуйста, вот мы подняли соответствующие тоже документы, и у вас есть перечень имущества, которое числится за ними. Мы посоветовались и работниками следствия, и другими. И тут никакого секрета нет, тем более все мы, госслужащие, сдаем декларации. Пожалуйста, вот перечень, кто, что за ними числится.